Распад Советского Союза – бесспорно крупнейшее политическое событие прошлого столетия. В книге профессора кафедры политологии и социологии Абхазского государственного университета Константина Дума рассказано о цепочке событий, которые привели к одной из величайших геополитических трагедий XX века. Издание является продолжением работ автора, который на протяжении всего постсоветского периода занимается анализом причин распада СССР и его последствий. Книга также передана в дар президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Уже поступила и поступает эта книга на руки Путину Владимиру Владимировичу. Вместе с книгой «История Абхазии». Я это организовала на днях. Это для нас большая радость. В своей работе Константин Дума отмечает, что крушение Советского Союза явилось следствием грубых просчетов и ошибок тогдашнего политического руководства и действий разрушительных политических сил в национальных республиках. По мнению кандидата философских наук Далилы Пиля, работа Константина Дума имеет чрезвычайно важное значение. Очень приятное, очень нужное событие сегодня на кафедре политологии и социологии Абхазского государственного университета. Я бы хотела, Константин Несторович, вашу работу сравнить с работой. Был такой известный русский философ Ильин, который не принял большевизм в 1915 году, уехал на Запад. В 1949 году он написал не книгу, а большую работу «Чем грозит миру развал СССР». Книга отпечатана в типографии АГУ. Тираж 100 экземпляров. Обратите внимание, насколько своевременно, насколько актуальна вообще вот эта книга, которая в действительности отражает все те события, которые сегодня происходят в мире и вокруг нас, которые нас тревожат. И все это результат вот этих процессов, которые описаны в книге. И я хочу, конечно, поблагодарить автора за его проницательность и за его прогрессивность и современность. Спасибо вам большое, что вы вот так четко выбрали именно тот самый жизненный период нашей истории, когда вот эта книга приобретает новые краски и новую актуальность. В презентации издания участвовали студенты юридического факультета. Они на основе материала, представленного в книге, а также использовав другие источники, подготовили доклады. «Запад помог, чем мог». Так называется работа Дамия Кварацхелия. Благодаря Горбачеву, Ельцину и их приспешникам созданный в стране хаос был на руку противникам СССР. Руками этих персон и их подельников было совершено великое предательство в угоду проводимого Западом всем известного геополитического курса под названием «Холодная война». Западному сообществу было очень важно покончить с оппонентами, поскольку в глазах людей социализм выглядел очень привлекательно. Недооцененные. С такой темой выступила Хибла Пачуля. Она также на основе материала книги подготовила доклад на абхазском языке. Студенты отмечали, что работать с книгой Константина Дума было познавательно и интересно. Несмотря на полученные ранее знания, они смогли узнать много нового и важного. Конечно же, освещали эту тему в школе, но когда мне здесь предложили подготовить тему, я, конечно же, с особым энтузиазмом подошла. Касаемо моей темы, она называется «Русская катастрофа». В ней освещаются основные причины распада СССР, кто на это повлиял, можно же было ее избежать. С распада СССР прошло немало времени, но, однако, до сих пор продолжаются дискуссии о том, насколько это было правомерно и неизбежно. В завершении встречи Константин Дума поблагодарил организаторов мероприятия и тех, кто оказал поддержку в издании книги. Благодарность руководству университета Олегу Алексеевичу, который поддержал решительно. Что же касается книги, я не считаю, что какой-то шедевр я написал или какую-то Америку я открыл. Я просто подключился тот спор, та дискуссия, которая после развала СССР проходит.
Материалы настоящего исследования могут быть использованы учеными, преподавателями, аспирантами, студентами высших учебных заведений для углубленного изучения этнополитических процессов на Кавказе, разработки концептуальных моделей и научно обоснованных программ в области управления этими процессами. Шазина Ханагу, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.